Таджики– талантливейший народ во всем. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что таджика признала вся Европа. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Будущая звезда прикладной математики родился в Исфаринском районе Таджикистана, в селе Кулкант. Еще школьником наш герой Муртаза увлекся точными науками. На это его вдохновили олимпиады и атмосфера в регионе. В семье будущего ученого часто говорили о земляках, которые когда-то выигрывали научные олимпиады и потом стали успешными инженерами и учеными. Ребенка наставляли: ты можешь стать таким же талантливым и востребованным. Это придавало вдохновение, но Муртаза понимал, что кроме желания и достойных примеров важен и упорный труд. Когда Назаров учился в 5 классе, в его школе проводились соревнования по различным предметам, включая математику. Они были рассчитаны на старшеклассников, но ведь наш герой хотел проявить себя. Он брался за тяжелые задания, пытался найти ответы через неведомые формулы и комбинации, понять логику сложных чисел и дробей. Не всегда получалось быть лучшим, но сам процесс очень помог Муртаза освоить предмет и, главное, полюбить его. После 7 класса мальчик перешел учиться в лицей с углубленным изучением точных наук. Он с благодарностью вспоминает те годы своих одноклассников и преподавателей, особенно учителя математики. Будущий ученый часто отстаивал честь своего лицея на городских соревнованиях и конференциях. Результат оказался потрясающим. Еще в 1997 году Назаров выиграл национальную олимпиаду и получил возможность учиться в любом вузе Таджикистана. Муртаза выбрал факультет математики Худжанского государственного университета, и его туда приняли без вступительных экзаменов. В университете Муртаза учился у выдающихся математиков республики Эргаша Мухамадиева и Алижона Наимова. Но молодой человек не сдавался, даже когда был риск не получить звание аспиранта. Он принялся серьезно учить английский язык и искать возможности уже за границей. Муртаза подавал заявки на международные конкурсы, участвовал в исследованиях, знакомился с авторитетными учеными из разных стран. В итоге он получил стипендию на обучение в магистратуре Королевского технологического института в городе Стокгольм, Швеции, по программе «Вычислительная математика». Все занятия на этом курсе велись на английском, и нашему герою, ровно как и другим студентам-иностранцам, было сложнее освоить материал, но они справились. Отучившись на магистра с отличием, Назаров поступил в аспирантуру данного вуза, через 3 года получил кандидатскую степень, а в 2011 году стал доктором наук. Как вам такие достижения нашего земляка? Ведь несмотря на то, что в своей родной стране был риск не получить хорошее образование, он справился и, не имея каких-то высоких доходов в семье, отучился за границей. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Во время учебы Назаров еще и преподавал прикладную математику для бакалавров, магистров и аспирантов. Сразу после получения заветной степени молодого ученого пригласили работать в Техасский университет в США ассистентом профессора. Муртаза согласился и на 3 года посвятил себя американским студентам. Там он не только вел занятия, но и участвовал в интересных проектах. В 2014 году судьба вновь привела нашего героя в Швецию, только уже в другом качестве. Его, перспективного ученого и педагога, пригласили работать в Упсальский университет. К слову, это старейший университет Швеции и всей Скандинавии. Это не то, что он подавал заявки, его приняли, его пригласили за его достижения. Назарову было присвоено уже звание профессора. По долгу службы он часто ездит в командировки в разные европейские страны, проводит совместные научные исследования с крупными вузами и читает авторские лекции по прикладной математике. Но не забывает молодой профессор и своих соотечественников. Он знает многих талантливых таджиков, которые работают в Европе и США, проводят исследования в области химии, физики, политологии, финансов и компьютерных наук, делают стартапы. С кем-то Муртаза сотрудничает, иногда помогает советами и контактами. Особенно было приятно встретить землячку в Техасском университете, говорит молодой человек. Это крупнейший центр образования в Техасе. Там учатся около 60 тысяч студентов. И в такой толпе я встретил девушку из Таджикистана, которая писала магистерскую диссертацию по моей дисциплине. А сейчас она преподает математику в этом же университете, рассказывает Муртаза. Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома все равно лучше. Банальная истина. Я к ней пришел за годы жизни в Америке и Европе. Да, здесь я много добился, имею любимую работу и авторитет, но Таджикистан – самая красивая страна на земле, близкая моему сердцу. Я еще никогда не работал на родине, а очень хочется передать свои знания таджикским студентам, взрастить свою исследовательскую группу и воспитать молодое поколение специалистов в области вычислительных наук. Сейчас таких ученых не хватает в Таджикистане, делится своей мечтой молодой человек. Муртаза давно уже создал семью, они с женой больше
10 лет вместе воспитывают двоих сыновей. Каждое лето семейство Назаровых проводит на родине, в Таджикистане, уже как иммигранты. Наш профессор поддерживает связь и со своими первыми научными руководителями. Они ездят друг к другу в гости, проводят совместные исследования и пишут статьи. Муртаза верит, что когда-то перспектива работать на родине станет реальной, и он будет таким же научным отцом для таджикских талантливых ребят, как его и учителя. Как вы относитесь к такому сильному патриотизму наших земляков? Ведь каких бы успехов они не добивались где-то там, но все равно их тянет на родину или помогать ей. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!